Добрый день, дорогие зрители. В эфире «Битый час», второй выпуск у нас. Он будет посвящен средствам массовой информации, которые часто называют четвертой властью. Четвертая власть называют потому, что его влияние на общество, у него полномочий меньше, чем у трех первых властей, законодательной, судебной, исполнительной. Намного меньше полномочий, чем у этих трех властей, но влияние четвертой власти настолько сильное, у СМИ вернее, что ее называют четвертой властью. Вот сегодня мы хотим поговорить об этом с директором канала «Абаза». Он также является председателем Союза журналистов Абхазии. Это мой старый друг и коллега Руслан Канович Хашик. Добрый день, Руслан. Мы встречаемся в канун большого праздника. Спасибо, что ты пришел. У нас первая передача тоже была посвящена отчасти Дню Победы. Вернее, мы с нее начинали передачу. И эту передачу о роли абхазских СМИ я хотел бы начать о роли абхазских СМИ во время войны нашей. В чем был феномен вот именно эффективности информационной борьбы, войны и в результате победы в 92-м, 93-м, даже за год до этого и, может быть, годы после этого. И что сейчас происходит? Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить с тобой. Добрый день, Ибрагим. Добрый день, уважаемые телезрители. Мне действительно очень приятно возвращаться, вспоминать, рассказывать, как это было. Как это было 30 лет тому назад и вообще чуть раньше, вот начало 90-х годов. Так совпало, что как раз в 90-м году я перешел на работу на абхазское телевидение. И этот исторический период и роль СМИ, и вообще журналист, когда работает в условиях, когда решаются какие-то большие исторические вещи, это знаменательно. И ты очень многие моменты на всю жизнь запоминаешь. Можно не возвращаться там, к дневникам, к записям, к телевизионным программам. Ты даже не можешь их редактировать, они в твоей памяти. Но вначале ты говорил, вот четвертая власть, взаимодействие. И здесь, конечно, очень важное значение имеет, может быть, даже определяющее, когда все остальные ветви власти признают и считаются и сотрудничают вот с этой четвертой властью. И вот я сказал, что я был счастлив, может быть, из-за того, что вот в тот период вот это сотрудничество, доверие, взаимоотношения между властью как таковой, политической властью и отношение к журналистам, это было просто уникально. Это было такое творческое взаимодействие. И он строился на доверии. Ну, там была еще общая цель, наверное. Было доверие, был профессионализм и была свобода, да. Мне кажется. Вот это доверие, когда власть вынашивает какие-то идеи, работает над какими-то программами, и тебя допускают, и ты становишься частью. Да, ты можешь быть абсолютно очень далек от власти и от журналистики. Ты понимаешь, что происходит в обществе. Ты часть общества, ты гражданин этой страны, когда ты живешь идеями, тем более идеями национально-освободительного движения. Конечно, это стоит быть внимательным и чутким ко всем этим событиям. Но когда ты еще и журналист, и ты участвуешь, и перед тобой открывают двери, и ты получаешь такой доступ к информации, и к тебе прислушиваются как к специалисту, как лучше это сделать, и ты становишься соучастником. Я вот и с большим гордостью и с удовольствием я это вспоминаю, потому что, вот первое, повторяюсь, доверяли и спрашивали. Поэтому вот это доверие, по-моему, предопределило очень многое. Вторая часть, конечно, только доверяя, может человек бороться за свою свободу.
Только тогда человек имеет, только будучи свободным журналистом, ты думаешь об ответственности и об ответственности слова, влиянии этого слова, о всех тех поступках, которые ты потом совершаешь. И, естественно, что-то предлагая или практически, когда ты уже занимаешься практической журналистикой, как это все отзовется. И вот эта атмосфера, творческая атмосфера во взаимодействии с политиками и творческая атмосфера внутри самой журналистики. И ответственность за то, что ты делаешь перед собственным народом, и как твое слово отзовется. Я тебе говорю, это уникальный, вот сочетание вот этих уникальных факторов, и, может быть, является рецептом, расшифровкой, что поможет нам расшифровать эту формулу успеха в условиях войны. И вот Владислав Григорьевич Арденберг поставил перед нами такую задачу, вот постараться решить организационные вопросы, чтобы за абхазскими журналистами как бы было признана работа, сотрудничество с зарубежными, ну тогда вот советскими, российскими, чтобы эти контакты были налажены. И вот у нас тогда мы смогли создать полноценных таких корпункта Первого канала и телеканала чуть позже «Россия». Тоже был один из таких базовых вещей, чтобы дальше информационная система работала. А здесь внутри, естественно, вот мы пытались привлечь всех наших журналистов, независимо кто где работает. И в итоге вот к началу войны творческий потенциал абхазского телевидения с двумя редакциями. Редакция вещания на абхазском языке, редакция вещания на русском языке. К моему приходу на телевидение была только одна редакция. Мы понимали, чтобы вся наша страна стала соучастником нашего национально-освободительного движения, очень важное значение имело вещание на русском языке. И поэтому мы не могли работать отдельно, в отличие от наших политиков. Ты помнишь, когда общественная организация Айтгавара постепенно шла к пути расширения и создания организации «Союз», или как он там назывался, Народный форум Абхазии. Да, вот, создание Народного форума Абхазии, куда вошли Русский дом, армянская община, вот во главе с Тополяном, с Альбертом Тополяном. Да. И вот, конечно, это не происходило без участия абхазской журналистики. Потом все эти мероприятия, которые они проводили, они должны были дойти еще до... Этой аудитории было там, человек 200-300, ну, хорошо скажем, на больших сходах там, тысячами, но большая аудитория, абхазская аудитория, эфирная аудитория и внутри страны, и за рубежом. Вот параллельно нужно было вот эти все факторы учитывать и думать, как эта информация дойдет, и чтобы ни один гражданин Абхазии не остался вне нашего информационного поля. И общая цель тоже была достигнута. Была общая цель, но ты сейчас очень интересно рассказал вот о том периоде, но я сразу, собственно говоря, собирался выстраивать передачу на сравнении того периода и сегодняшнего периода. Ты говорил о доверии, я сейчас несколько вопросов сразу задам. И чтобы мы успели как можно больше ответить. Ты говорил о доверии, насколько оно было тогда, мы понятно, насколько оно сегодня и существует между властью и журналистикой, это раз. Ты говорил о том, что были усилия для влияния на внутри общества, и не только на абхазское население, а на народ Абхазии, который состоял из разных национальных общин. И было же такое же внимание во внешнем мире, то есть насколько мы там будем выражены, отражены и заявлены и так далее, и так далее. А сейчас что происходит? Вот сравни вот этих две вещи. О доверии и вот о влиянии. Вот от начала 90-х годов до сегодняшних дней, это же целый огромный период. Да, это историческая эпоха. Мне кажется, что долгие годы Абхазия действительно оставалась активным игроком в информационном пространстве, вот мирового информационного пространства. Я не помню, чтобы в Абхазии
какая-то, чтобы мировая телекомпания, начиная от японских телекомпаний и заканчивая американскими, здесь работали все, и все имели очень серьезный интерес. Имея, находясь географически, Абхазия находится в очень историческом во всех отношениях, и естественно, события, которые происходили в Абхазии, естественно, политики совершали такого уровня поступки, что мировое средство массовой информации активно отслеживали и освещали. И этот интерес... То есть масштаб придавали действиям. Интерес был проявлен, но если с абхазской стороны, это и политическая элита Абхазии, и журналистика абхазская, если они на этот интерес не отвечали, если они на этом пространстве не реагировали на все события, которые происходят в мире, мы потеряли бы этот живой интерес, который был. Было соответствие, согласен? Да, то есть был запрос, была реакция, событий. И наших политиков цитировали. На наших политиков приходил постоянный информационный запрос. А что думают по тому или иным событиям представители абхазского руководства? И это была эпоха, когда мы были частью информационного пространства, мирового пространства. Я помню, сейчас, перед тем, как отвечу на твой вопрос, я помню приезд немецкого журналиста, руководителя АРД. Этот журналист был и руководителем АРД, он потом, чуть позже, стал президентом Ассоциации европейских вещателей. То есть эта фигура была очень высокая. После общения с Владиславом Григорьевичем, он создавал документальный фильм «Кавказ спустя век» по проекту немецкого путешественника XIX века. Он объездил Кавказ, север, юг, восток, запад. Вот так. У него было запланировано такое протокольное интервью о событиях на Кавказе, о перспективах, о урегулировании грузино-абхазского конфликта, то и подобное. Но, встретившись с ним, записав это интервью протокольно, скажем так, за эти полчаса у журналиста появился такой большой интерес к собеседнику, к проблематике, к судьбе Абхазии, что он вернулся на следующий день, продолжил это интервью, и в итоге, помимо фильма, он подготовил отдельное интервью Владислава Григорьевича, а потом, вернувшись к себе на родину, организовал политические дискуссии на базе этого интервью. То есть, когда мы должны быть интересны миру. Мы не можем просто говорить об этом, чтобы люди на нас обратили внимание. Мы же не на выдаче. Мы должны говорить, размышлять о всех глобальных процессах, которые происходят, говорит о своем видении, о роли Абхазии. И когда на политическом, мировом пространстве наши политики высказывались, и мы, естественно, как журналисты, обязаны были это находить механизмы, как это доводить, проявлять, сохранять это информационный интерес к Абхазии, поддерживать. Поэтому, если ты на этом поле не присутствуешь, тебя никто туда не приведет. За это поле надо ежедневно бороться. Это конкурентная среда, понятно. И находить эти пути, как туда прийти. 8-й год же был очень интересен. Тут был наплыв всей мировой прессы. Потом пошел спад. С чем это связано? На мой взгляд, все, что с нами происходило после признания, по-моему, оттуда и начинается этот процесс, когда мы начали оставлять эти площадки, в том числе информационные, политические площадки, информационные площадки. То есть может быть, мы все вместе пришли к тому, что мы достигли цель, после этого все пойдет так. Само по себе. Да, все по накатанному, и в жизни больше не будут возникать новые вызовы, новые проблемы. Но жизнь так не устроена. Этот путь борьбы за высшие национальные интересы – это одно. Но выход на эти цели
а потом сохранение и продолжение, приумножение, реализация этих идей. Мы же говорили, что наша сверхзадача – это создание государства. Но для чего? Для реализации национальных идей. Ты хорошую мысль, очень интересную, сказал о том, что с признанием у нас пришло успокоение, что мы решили цель достигнутую. Но это очень формальное признание, да, самой очень крупной страны, нашего главного союзника. Потом Венесуэла, Никарагуа, еще несколько стран признала, и все, пришло успокоение. Потому что формально мы достигли чего-то, а дальше бороться это требует новых усилий, и новых прилагать усилий на всех уровнях, чтобы добиваться признания не 6, не 7, а 20, 30, 40, а для этого надо трудиться, очень много трудиться. И экономикой заниматься, идеологией заниматься, культурой, спортом, в том числе и СМИ тоже. Как нам вернуться к этому? Как найти вот эту мотивацию внутри страны, тем более, если эта власть не очень к этому расположена, народ, соответственно, смотрит на них тоже так же. Но он же не может, человек, сидя дома, у себя формулировать или модулировать там высказывания об Абхазии в мировой прессе там, или там политиков. Вот сейчас политики как часто у нас выходят? Почему у нас так мало этих ежегодных пресс-конференций? Те, по-моему, перестали у нас происходить. Я имею в виду президентов, премьеров, министров и так далее. Что с ними произошло? Вы их просите об этом, или вы их не просите, они не хотят? Вот я-то знаю ответ, но я хочу, чтобы ты озвучил его. Не хочу выглядеть так и вообще выступать в роли человека, который там будет кому-то какие-то рецепты выписывать. Я, упаси Бог, не врач и не политтехнолог, и не собираюсь этим заниматься. Я всегда говорил, секрет, может даже более конкретно скажу, успешности там, нашего канала и вообще моей работы как руководителя канала, это наша открытость, это наша объективность, это желание работать на граждан, на телезрителей. Это принцип «не обманывай сограждан». Быть честным перед гражданами своими, согражданами. И меня в последнее время пытаются упрекнуть в том, что есть же опыт, ты же можешь хорошо преподносить нашу работу. Вот так говорят некоторые чиновники мне. Предъявляют какие-то претензии, ожидая больше пропагандистских вещей. Они хорошо работают, мы плохо их показываем? Или они плохо работают, а их надо хорошо показать? Да, вот в этом хотят меня убедить. Но я всегда в таких случаях говорю, вы хотите мне рассказать или меня переубедить, что я живу лучше, но мне кажется, что я живу плохо. И то же самое я могу сказать в адрес любого гражданина Абхазии. Каждый знает, какие экономические, финансовые, политические процессы происходят в стране. Чтобы я стал активным соучастником любого процесса в стране, я должен понять, в каком процессе я участвую. Я должен понять сам и понять свою степень ответственности, и что я могу сделать в реализации той или иной идеи, которая тянет на уровень национальной идеи. Что это приведет наше общество на другой уровень развития, на другой уровень справедливости, на другой уровень возможностей. Мы напомним содержание, название абхазского государства конкретными там проектами. Вот здесь я готов 24 часа работать со всеми людьми, которые являются управленцами. Они готовы? Они говорят, что наши идеи являются таковыми, но просто я их недопонимаю. Вполне возможно. Время покажет, кто из нас в данном историческом отрезке времени ошибается, тот или иной проект. Часы идут. Много ли у нас времени на ожидание вот этого какого-то чуда или импульсов от них? Я понимаю, что пресса и СМИ, это, я имею в виду СМИ в широком смысле, не блогеров, хотя они тоже отчасти там и так далее. Это ретрансляторы между властью и народом. У нас параллельно живет власть,
и власть имущие, и параллельно живет народ. Они почти не соприкасаются, еще и не стало вот этой связки, потому что вы стараетесь, и получается очень часто, где-то не получается, но вы объективную картину мира показываете. Хотя я понимаю, каких это ресурсов стоит, тем более у вас нету там субсидирования серьезного от государства, и это ты постоянно ищешь финансирование, чтобы выжить, ради того, чтобы люди просто увидели объективную какую-то картину. Есть другой канал. Они не выполняют тоже эту функцию, а вернее они ее еще хуже выполняют, мне так кажется. Я и понимаю тоже их зависимость от бюджета, от того, и там от власти и так далее. Было несколько проектов, насколько ты помнишь, создание общественного телевидения, чтобы какой-то был спрос у зрителя к тем, кто производит эту продукцию. В конце концов, они ее производят на налоги, которые этот же зритель им оплачивает. Понимаешь, но у нас нарушены все вот эти схемы, связки, противовесы, все нарушено. Как это все восстановить? На мой взгляд, очень опасно для общества и для государства, и для журналистики в том числе, когда мы становимся кривым зеркалом. Да. Это очень опасно. Мы представляем очень маленькое пространство. В условиях Абхазии невозможно скрыть любую информацию. Все зависит, когда гражданин и общество узнают те или иные события, которые происходят, тенденции, которые происходят в стране. И на эти явления, события нужно, чтобы мы, журналисты и общество, получали объективную информацию, разностороннюю информацию. Только тогда общество становится соучастниками всех процессов, которые происходят в обществе. Давай разделим еще такая вещь. Есть информация сегодняшняя, объективная, необъективная. И есть момент анализа. То есть тут уже разговор о будущем надо говорить. У тебя есть несколько проектов на канале, где вы об этом тоже рассуждаете. И есть еще такой сегмент журналистики, как расследование журналистское. Оно у нас практически не ведется, потому что для этого нужно как минимум быть журналистом защищенным. И законом, и физически защищенным, и финансово, и так далее, и так далее. Но без этого это просто мировая тенденция. А что у нас с этим? Чтобы абхазская журналистика стала осваивать это направление, она должна быть самодостаточной, и не оглядываться ни влево, ни вправо, ни назад. Защищена законом. Да, защищена. И в этой части действительно очень выглядим слабо. А еще, помимо того, что мы перечислили, меня очень беспокоит, как журналиста, когда люди властные, политики, не комментируют очень значимые события вокруг нас. Сейчас мы живем, если сравнивать даже эти 90-е, с чего мы начали, и нынешнее время, по уровню напряжения, не менее сложно, в таком конечно. глобальном мировом масштабе, он не менее. И поэтому мне очень интересна позиция руководства по тем или иным явлениям знакового характера. Например, вот зачем далеко уходить, российско-грузинские отношения сейчас получили новый уровень, поменялся формат. Да. И он не получил, я не услышал. Вот я что-то пропустил? У меня как раз вопрос. Что надо в этой ситуации? Ждать, пока они соизволят прокомментировать, или идти к ним, но они могут отказываться? Вот ты мне скажи, где тут происходит нестыковка? Где я могу об этом спросить, если это будет площадка доступная? Но мы раньше могли позвонить, прокомментировать ту или иную ситуацию. У вас такое бывает. Как они реагируют на это? Если это была бы еженедельный формат пресс-конференции на уровне министра иностранных дел или на уровне президента, или, как нам обещали, периодичностью, 2 месяца раз президент будет проводить пресс-конференцию. Если они были бы, мы, естественно, спросили бы об этом, но их нет. Я был инициатором, когда был пресс-секретарем, чтобы во всех государственных ведомствах... Точнее, пресс-секретарем президента Владислава Артема. Да, Владислава Григорьевича, и был инициатором создания во всех государственных ведомствах, министерствах, организациях пресс-службы для взаимодействия, упрощения взаимодействия журналистов и чиновников, первых лиц, то и подобное.
Но до создания этих служб действительно наши журналисты, особенно когда я работал в Обснопресс, журналисты каждый день набирали, звонили тому иному министру, руководителям ведомств, и они получали оперативную информацию, комментировали те или иные события. Но, к большому сожалению, эти пресс-службы свое прямое назначение, функционал свой, они развернули прямо противоположно и стали лишней дверью, непроходимой стеной между СМИ, между журналистами и этими ведомствами. Они начали их защищать, или в худшей форме они начали сами брать интервью у своих чиновников, у своих руководителей и начали готовить контент для СМИ. Ну, если они найдут какой-то аналог в мире, аналог есть, он есть в истории, это в восточных деспотиях, когда был специальный певец, который пел песни про царя, про султана, которые очень хорошие. Они эту функцию стали во многом выполнять, и это, конечно, губит вот этот же контакт между властью и народом, и зрителями, и потребителями. Вот у меня, наверное, у нас очень много тем, я надеюсь, мы не последний раз тоже встречаемся. Вот как ты считаешь, какие главные мысли, месседжи, как сейчас мессенджеры, как говорят сейчас, мы должны и можем отправлять во внешний мир? В чем сейчас самая большая нужда? Потому что вот ты сказал очень интересную мысль о том, что контекст сейчас не менее сложный, даже не менее опасный, чем был перед войной. Но мы ведем просто кардинально по-другому себя. Закрытую какую-то абсолютно подполье. Да, изоляционную какую-то политику. Что мы сейчас должны миру говорить о себе? Вот 15 лет тому назад страна была признана. Я вот сейчас буквально месяц назад занимался проектом, как это было, путь к признанию. Ибрагим, поверь, это было так приятно, масштаб взаимодействия СМИ с иностранными СМИ с абхазскими политиками. Мы даже так были вовлечены в этот процесс за сутки до признания. В беседе с нашими экспертами в студии мы предсказали или обсуждали, когда вообще нас признают более конкретно, и там назвали число и дату, то и подобное. Это говорило о том, что действительно общество это обсуждало, власти были открыты при всех сложностях наших взаимоотношений тогда с действующей властью, Сергеем Васильевичем Багапш, но когда мы обсуждали, и он обсуждал внешнюю повестку, политическую повестку, он нас подтягивал, собирал, и мы все одной командой выступали. И мы, опять же, вот возвращаясь к той мысли, мы знали, что мы делаем, для чего мы это делаем и какие цели мы добиваемся. Вот сейчас вот этот путь, вот это понимание, делать нас соучастниками процесса, он почему-то, как-то, я это проговариваю, но я не слышу, не вижу обратной реакции в этом. Но несмотря на это, вот я не могу сказать, что отсутствует человеческий фактор. Они доступны, мы встречаемся, обсуждаем, но вот перевести вот все наши взаимоотношения на рабочий режим и на постоянное взаимодействие уже публично, вот здесь пока не срабатывают. Я вот еще один момент хотел вспомнить из 90-х. Помнишь эти прямые трансляции из парламента? Какую они сыграли роль вообще в консолидации общества, в том, что оно знало, куда мы идем, и что, какие угрозы, может быть, какие у нас преимущества есть. А главное, она видела, какие у них лидеры. Я не только Владислава Григорьевича, прежде всего, имею в виду, а весь парламент первый. А что сейчас происходит? Который год это обсуждается, что парламент должен быть открытым, что какие-то наиболее важные заседания, хотя вы должны технически сейчас это вообще элементарно делать. Спасибо, что ты это вспомнил. Я думаю, что депутаты первого созыва помнят этот период. Очень долго, очень бурно обсуждали формат освещения сессии Верховного Совета Абхазии тогда в 1992 году, в начале 1992 года. И, естественно, опыт работы в Верховном Совете СССР Владислава Григорьевича это положительно повлияло, и они приняли это самое правильное, мудрое решение. Если этого не было бы,
наши политики, наши депутаты, которые были избраны и приступили к работе буквально там, первое заседание было в начале января 92 года, они не могли быть такими популярными в абхазском обществе. Извини, они их увидели. Они нуждались в Конечно. поддержке общества. А как потом? Сегодня не нуждаются. Как они взаимодействовали бы с обществом? Кто встал бы, кто рядом, кто стал бы реализатором этих идей? Понимаешь? Мы их видели, как они совершали поступки. Они не читали доклады, они реагировали на действия коллег грузинской национальности, как они покидали сессию, как они общались с ними, как они их убеждали, какие были аргументы. Мы их видели, как они становились политиками. Мы уже помним, кто был где, откуда, как там, с таким политическим багажом там были 2-3 человека. А сейчас еще важнее, вот это публичность со стороны депутатов. У нас даже вот то, чего не было последние 25 лет, сейчас я прослеживаю в нынешнем созыве парламента. Они заседания комиссий, комитетов проводят в закрытом режиме, не приглашают без СМИ. Понимаешь, есть элементарная логика. Я при службе президенту это говорил. Если законопроект направлен в парламент, должно быть соответствующее информационное сообщение, чтобы журналисты, общество знало, что этот документ уже в политической ответственности депутатов, он там находится. Если парламент уже собрался на первое заседание комитета, все, мы уже должны знать, какой проект они обсуждают. И вот здесь и общественная палата, и журналисты, и общество подключаются к законопроекту. Самое опасное для абхазского общества, когда мы принятый закон обсуждаем. А это происходит потому, что все остальные, предыдущие подготовительный этап, когда они должны это делать публично, они его переводят в другую плоскость. И поэтому я абсолютно согласен, был очень рад, когда предыдущий созыв парламента принял постановление о необходимости трансляции. То есть, сделай соучастниками нас. А что потом произошло с этим? А потом, взяли, похоронили это постановление. Сперва сказали, что нет технического разрешения. Я готов поддержать этот проект. Я готов транслировать. Я ни в чем не буду ограничивать трансляцию заседаний сессии парламента. Технический ресурс Абаза ТВ и эфир Абаза ТВ готов служить обществу для того, чтобы они были соучастниками принятия решений, слышали, видели это. То есть это должно быть внутренней потребностью не только нас, журналистов. В первую очередь в этом должны быть заинтересованы и руководители, и сами депутаты. Тут очень много зависит от конечной цели. Я все-таки считаю, какую цель преследует власть. Они же пользуются и депутаты, кандидаты в депутаты, и кандидаты в президенты. Они же вокруг танца устраивают телевидение в предвыборный период, когда нужно понравиться как хорошему жениху в доме невесты, понимаешь? А потом все, потом свадьба случилась, уже никто не интересен, понимаешь? И мы не можем с них спрашивать, понимаешь? Вот это... знаешь, говорить только об ответственности властей и власть имущих, допустим, тут тоже может быть не очень справедливо. Мы как зрители, мы как электорат тоже виноваты, когда они спрашиваем потом или ждем, пока все это накопится, идем с вилами потом на определенную площадь менять там барина. Так это неправильно. Надо как-то эту парадигму сломать, и очень важно... Тут, конечно, роль прессы должна быть огромная. Это, собственно говоря, этот проект тоже, наверное, маленький кирпичик в это дело. Я хочу тебя поблагодарить за этот искренний разговор. Я надеюсь, он у нас будет продолжен. Я у вас бываю часто на телеканале, и другие бывают люди, и там спорим, и это нормально, мы должны спорить, потому что в споре рождается истина. Когда у нас все хорошо и только сводки пресс-служб, мы так никуда не сдвинемся. Мы не можем себе позволить эту роскошь сидеть, ничего не делать. Мы действительно сейчас, наш телеканал испытывает определенные проблемы. Я думаю, что пройдут праздники, не хочу никому портить настроение. Я потом доведу до широкой общественности, что и как, и почему происходит. Но чтобы наши зрители не страдали, мы решили поддержать
многие проекты, которые реализуются вне рамках нашей редакции. Поэтому твоя программа «Битый час» мы поддержали, ретранслируем у себя. Там разговор Чегемской правды с Иналом Хашик и другие. Вот вчера мы рассматривали предложение Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, контент, который они создают. То есть мы тем самым хотим показать нашим телезрителям и обществу о том, что телеканал развивает принципы вещания общественного телевидения, чтобы спектр мнений, взглядов, программ, которые создаются внутри редакции, за пределами нашей редакции, были доступны. Да, мы могли бы это не делать. И от этого вы, ваши программы не были бы сильно ущемлены. Сейчас есть интернет, есть доступ к телезрителю. Но когда все программы ретранслируются на нашем канале, мы тем самым демонстрируем этот принцип, что свобода слова – это не только для тех, кто там работает в этой редакции. Свобода слова, свобода взгляда и оценка разных журналистов, разных программ, они абсолютно доступны на нашем канале. Спасибо большое, спасибо, что пришел, спасибо, что честно, искренне высказался о многих проблемных сторонах абхазских СМИ. Спасибо.